Добрый день, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». Мы вновь с вами обсуждаем очень важные и самые интересные темы, которые касаются, если не каждого, то большинства кыргызстанцев. Сегодня в гостях у меня очень интересный человек, который будет во многом отвечать за тепло в домах кыргызстанцев. Это директор государственного предприятия «Кыргызкумыр» Кайрат Маматов. Добрый день, спасибо за то, что вы пришли. Сделаю ремарку, Кайрат также является членом Центризбиркома, но является именно членом, а не заместителем председателя, что позволяет совмещать должности. Я поздравляю вас с назначением на новую должность. И в первую очередь, насколько Кыргызкумыр готов к обеспечению осенне-зимнего периода в плане угля? Спасибо большое. Некоторые люди поздравляют, некоторые сочувствуют почему-то. Я говорю, есть такие моменты наверняка, да, можно и посочувствовать. Если было предложение, тем более, раз я в другой сфере работал много лет, это банковская, финансовая сфера. Но я соприкасался тоже, то есть у меня опыт работы есть именно по месторождению. То есть, если не по углю, то по другим месторождениям я работал. То есть это у меня в резюме есть. И, конечно, было интересно вообще поработать на госпредприятиях Кыргызкумыра, именно на госпредприятии. Почему? Потому что действительно столько было информации, есть столько информации, как положительной, так и отрицательной. Даже отрицательной очень много, там, по задержаниям, там, по хлопушкам, там, якобы по коррупционным схемам. То, что до меня работать есть с чем. Да, то, что ребята работали до меня, там, конечно, когда позиционируют, говорят, там, коррупция там, на таком-то предприятии, да, например, или там-то коррупция, там, или в госструктуре, там, и говорят, тот человек плохой, тот хороший. Не бывает плохих или хороших людей. Во-первых, нужно, наверное, просто видеть, что у людей бывают плохие качества и хорошие качества. То есть где-то бывает, не нужно видеть, в первую очередь, хорошее. И я в Кыргызкумыре увидел хорошее, поэтому возглавил эту команду, очень интересная команда. И, конечно, обеспечение теплом, конечно, стоит по постановлению Кабмина, тоже и в понимании наших граждан стоит за Кыргызкумыром, потому что это госпредприятие. И здесь нужно отметить, что до меня и в данное время тоже команда, и те руководители, которые до меня работали, тоже, может, при некоторых минусах, сделали каждый свой какой-то вклад. То есть в меру своих возможностей, скажем. На сегодняшний день та выполненная работа, которая моими предшественниками, то есть и командой нашей, она дает те результаты, то что практически поставки угля все эти годы идут без боя. То есть это обязательно нужно определить то, что это при поддержке правительства, это тоже при поддержке первых лиц государства. То есть это ОЗП, это такая тема очень острая, потому что действительно там начальников у меня очень много, сразу признаюсь, потому что мы при Министерстве энергетики и начиная до кабинета министров, еще выше, плюс еще наши депутаты, которые представляют наш народ. То есть тоже у них тоже очень много вопросов, поэтому на сегодняшний день госпредприятие готово полностью, не только готово, мы уже с момента моего назначения, с конца июля месяца, проработали все вопросы и уже начали доставку, уже с августа месяца поставку угля на ТЭЦ Бишкека. Если, скажем, по городу, ТЭЦ Бишкек, если, скажем, обеспечить город Бишкек, то по Кыргызстану у нас есть топливные базы. Сколько топливных баз? Всего по республике у нас 310 топливных баз. Я говорю у нас, потому что я имею в виду за всю страну. То есть, там, конечно, есть частники, есть у нас, например, собственность прям какой-то территории помещения нет, поэтому совместно с частным предпринимателем откроем базы, даем им хороший отборный уголь с места, скажем, Эцхарагече. Там преимущество идет в том, что идет без очереди и качество угля уже отбирается на месте, то есть это который для населения. И цену плюс устанавливает антимонопольный комитет. То есть, сколько уже заготовлено и какова цена за уголь будет в ближайшее время? Значит, если взяться в общем по потребности по республике, где-то ежегодно потребляется угля 2 миллиона 300, 2 миллиона 400 тысяч тонн. Из них миллион 200 это ТЭЦ Бишкека, остальное получается у нас 1
где-то, скажем, 1 300 000 – 1 400 000 Это уходит. на котельные? На котельные, на там соцобъекты и население. То есть, население. но все зависит от того, что какая погода. То есть здесь уже в зависимости какой сезон у нас. То есть, там, скажем, если прошлый год теплый был, прошлый год холодный был, в этом году чуть холоднее ожидается сезон по прогнозам. Здесь у нас договор на поставку на ТЭЦ в объеме из 1 миллиона. Там был запас прошлогодний 200 000 тонн. 520 000 тонн это за ГП Крызгумир стоит у нас. Плюс еще мы вот буквально на днях подписываем у нас вот с месторождения Агулак, это минкушское месторождение, которое от ГП Гумир правительство вместе с ТЭЦ передали городу Бишкек. То есть раньше, если это занималась Минэнерго, сейчас этим занимается будет мэрия. И по всем значит, муниципалитетам то же самое произошло. То есть теплоэнерго как такого предприятия ликвидируется, и все котельные переходят в муниципалитеты. То есть мэрия будет самостоятельно, грубо говоря, добывать уголь, его поставлять на ТЭЦ Да, Бишкека и котельные. В принципе, да. В принципе, здесь была логика правильная, то, что вот Бишкеку вот вам ТЭЦ, и вот вам месторождение. То есть плюс этого месторождения в том, что мы с 2023 года это месторождение Крызгумир, она разрабатывает вместе с инвесторами, это крупная китайская компания Шансикол, и там показан очень хороший результат. Позже я остановлюсь тоже по нашим другим месторождениям, которые у нас есть. И с этим инвестором у нас было заключено соглашение 40/60. То есть все вкладывают, всю разработку, всю технику, все операционные расходы несут инвесторы. 40% уже готовой продукции мы получаем на выходе. И если в год, скажем, там какой-то идет определенное количество выработки, там 600-700 тысяч тонн, то есть 40% это остается на бесплатной основе, остается государству. И здесь логика в том, что на ТЭЦ будет поступать практически бесплатный уголь, что должно сказаться на себестоимости тепла для нашего населения. Потому что здесь вот я начал разбираться вот по тарифам, почему вот на электроэнергию повышается, это, по стоимости угля, сейчас тоже я скажу. Антимонопольный комитет регулирует, государство регулирует эти цены, потому что фактически то тепло, за которое мы платим, я тоже житель города Бишкек, например, скажем, мы платим там за гигакалорию, да, так скажем, определенную сумму, то есть она фактически она превышает. И это субсидировалось раньше через электрические там станции, сейчас будет это субсидироваться через Бишкек тепло БТС. Бишкек теплосеть. Бишкек теплосети, правильно. И эти субсидии, они должны сокращаться со временем, потому что, ну, действительно, если взяться, например, люди же в регионах задаются вопросом, я и раньше это слышал, почему Ош и город Бишкек субсидируется, а остальное население в частном секторе не субсидируется. То есть, видите, есть такой вопрос. Поэтому те цены, которые поднимаются на электроэнергию, и те цены, которые на уголь, вот в этом году было повышение цены на 500 сомов. Скажу. Сколько стоит тонна? С Харагиче отпускная цена установлена антимонопольным комитетом 2260 сомов. То есть здесь учитывается, здесь практически прибыль предприятия не учитывается, здесь учитываются все операционные расходы. Ранее цена была 1740, но она была заниженная, поэтому на сегодняшний день, когда я принял предприятие с долгами около 700 миллионов сомов. Из-за чего это все образовывается, потому что убытки прошлых лет, они скапливаются, и это сказывалось на работе предприятия. За какую сумму я как потребитель могу приобрести карагический уголь? Сейчас вот 15 сентября антимонопольный комитет ежегодно, это вот правительство в лице антимонопольного комитета, регулируют цену, ставят они в этот сумму ограничения, то есть мы им давали одну сумму, но я думаю, сейчас вот в пределах где-то в Бишкеке будет цена в пределах 5300-5400 сомов будет. В прошлом году где-то было 4, по-моему, 900 было, по-моему. И по республике от 4200 до 6000 будет цена. В зависимости от дальности. А дальность, потому что мы же понимаем, что с Харагиче до Бишкека доставка 410 километров. Вот представьте, вот эта логистика, насколько ГСМ поднялось у нас, да, инфляция у нас идет, она не только у нас, она во всем мире идет инфляция, плюс операционные расходы, то есть, ну, это вынужденное повышение, антимонопольный комитет
поставил ту ставку, которую мы смогли максимально выставить, и то при сокращении наших операционных расходов. А так фактически с каждым годом добыча угля она повышается, потому что это очень нелегкий труд. Я сам посмотрел изнутри. Тем более, почему в Сюликте уголь дорогой, там добывается шахтовым методом. То есть, На Каракиче открытым способом? Открытым способом, да, он более-менее менее затратный, да, чем шахтом, потому что в Сюликте я посмотрел, там вот у нас в прошлом году нам дали новую лицензию, мы ее с инвесторами будем разрабатывать. И там вопрос стоит в том, что какое оборудование используется, какой метод добычи. То есть вот та компания Шансикол, которую я озвучил, уже выше по месторождению Аулак, то есть, они уже практически перешли вот этот, у нас там до 10 июля, пока мы владели лицензией, там было выработано определенное количество угля, 65 тысяч тонн. Сейчас в рамках поставки угля на ТЭЦ мы уже завтра буквально заключаем договор на поставку дополнительно, там калорийность более высокая. То есть это почему это месторождение разрабатывалось и почему ГП «Гомер» настаивала на поставке этого угля, она идет на импортозамещение той доли, которую мы все годы закупали с Казахстана. То есть у него выше В калорийность? этом году, да, эта калорийность, она совпадает, то есть, чтобы было понимание, старые котлы, которые на ТЭЦе они работают именно на высококалорийном угле, а новые котлы, которые построила наша компания, вот, китайская компания строила TBI, они были именно построены под карагичинский низкокалорийный уголь. Поэтому есть жалобы, да, я понимаю, что иногда где-то попадает уголь, именно подпадает под некоторые, скажем, топ-базы, скажем, да, или некоторые машины, которые грузят там какие-то пласты некачественного угля подпадают, то есть сгораемость очень низкая, то есть там она или все знают, что карагичский уголь быстро горит, то есть быстрее сгорает, потому что тоже там своя калорийность есть. Очень много жалоб поступало как раз таки на калорийность каракичинского угля. Вы сказали, что для ТЭЦ это отборный уголь. Нет, для ТЭЦ наоборот. Вот для ТЭЦ именно вот если у нас по категориям угля, если говорить отборный уголь, и получается СБСШ это там штып, то есть это мелкий уголь, потому что ТЭЦ все равно дробит его. Когда, когда с месторождения, да, мы его добываем, я вам потом видеоматериалы тоже скину, каждый день видео скидывает директор нам. И я сам каждую неделю ездию на Карагаче смотрю. Там получается вот то, что выходит мелкий уголь, он сразу там же складируется, он уходит на ТЭЦ. То есть на ТЭЦ, на котельный, потому что он действительно там нужен мелкий. А уже более такой камень. Вот такой мелкий уголь или вот такой мелкий уголь? Нет, мелкий там меньше этого орешка. То есть орешек, как и ниже, уже там пыль, это уже уходит на ТЭЦ. Потому что ТЭЦ в любом случае перемалывает его, и он его сжигает в таком уже виде пыли. Но качество каракичинского угля для бытового потребителя будет в принципе, уже наше население уже привыкло к этому углю. Там кто-то покупает, у кого есть возможность, покупает где-то мешает высококалорийный, например, в Казахстан завозится все равно там, с разных месторождений высококалорийный, где-то там его мешают. Там. В основном, конечно, какие-то отдельные поставки, отдельные пласты могут быть там, более низкого качества, с низкой калорийностью. Поэтому, может быть, некоторым гражданам попадают, но это нет такого, чтобы повсеместно. Где можно приобрести уголь уже, потому что уже обращаются к нам люди? Где? Я вам дам позже все наши точки, с которыми вот по городу Бишкек у нас будет, значит, 11 топ-баз будет, там будут установлены видеокамеры, там будет поставляться наш уголь. Уже договора заключены, вот после 15 сентября они уже откроются фактически, и сразу поставки пойдут, можно уже закупаться. И мы дадим вам адреса, и по Чуйской области 4 топ-базы. Кроме этого, я, насколько знаю, мэрия планирует еще открыть, там несколько тоже топ-баз совместно, или сами, или совместно с какими-то частными предпринимателями. Поэтому тот объем, который, скажем, на Бишкек, он без проблем будет поставляться, потому что вскрышные работы сейчас, летом было отставание, сейчас мы их уже нагнали, уголь добывается в объеме, то есть из того, что нужно нам поставить на ТЭЦ, мы уже поставили за вот эти 35 дней, мы поставили уже 56 тысяч тонн, поставили, это довольно хороший объем, и поставка продолжается. А сколько у нас на данный момент Кыргызкомер
месторождений, да? на которых ведутся работы. Сколько месторождений, где в планах начать разработку? В общем, давайте мы обозначимся так, что сейчас на данный момент у нас 19 лицензий, вот, кроме Бетхарагаче, на юге республики у нас 18 лицензий. Значит, там у нас уже заключены, значит, соглашения с инвесторами. У нас есть как внутренние инвесторы, то есть количество их только двое. С Узбекской республики 2 инвестора и 8 инвесторов у нас с Китайской Народной Республики, с Китая. То есть вот в данное время мы вот на 30 августа мы сделали открытие в рамках открытия 100 объектов по республике. Один объект на месторождении Урмизан-3 у нас это в Баткенской области, почти, это в Баткенском районе, почти рядом с селом Зардалы. Все вот знают такое село. Это высоченное горное село, да, вот, да. Вот, ну, у нас все месторождения, вот, они в горной местности. И там также открытый способ? Там тоже будет открытый способ, да, там кое-какие сейчас остались документальные, вот, прям последние там какие-то штрихи, там, с лесхозом, там, это нужно кое-что уладить. И буквально вот в ближайшее время мы начнем оттуда добычу, там тоже с инвестором тоже, вот, и за счет этого мы будем снижать себестоимость угля для населения. То есть мы уже не будем просить нашей компании, чтобы они, наших частников, чтобы они там снижали уголь, но там у нас уже с ними тоже договоренность есть, сейчас чуть позже тоже об этом расскажу. И второе месторождение, которое мы запустили, вот буквально на днях уже там вскрышные работы даже все проведены, там уже все готово. Уголь это в Алайском районе, Загара-2, это тоже в рамках вот 100 объектов было, открытие было. Там высота на высоте 4000 метров, там очень высока, вот сейчас там уже снег лежит. Почти как контур. Но мы будем спускать, скоро уже уголь будем спускать, конечно, вот. И с учетом того, что действительно стоимость угля, то что там она вот, и плюс стоимость затрат, то, что мы несем, и затраты, которые мы несем по логистике, то есть это там, на легковой машине, туда добираться 4 часа, да, скажем, вот, грузовая машина больше добирается. Представляете, какой это трудный путь. Это все же все транспортные расходы, все операционные расходы надо учитывать. Но в рамках, вот я думаю, вот то, что мы цену по республике 4200, не более 6000 сомов, мы постараемся держаться, так как мы с другими тоже нашими партнерами прорабатываем, потому что другие месторождения тоже сейчас проработки. Там есть у нас месторождения, 8 месторождений на разработку уже готовится, 9 месторождений на разведке. То есть вот, плюс еще у нас есть 3 проекта. У нас 2 проекта это наши, которые по ленточному конвейеру, это в Кызылкие и в Торугарте. Там же будет там прорабатывать, нет, там будет ленточный конвейер по экспорту, то есть чтобы границу не пересекать на машинах, чтобы это трудозатраты, операционные расходы снизить. Ленточная доставка, она будет намного дешевле. То есть, поэтому вот сейчас прорабатывать вот эти 2 вопроса, буквально вот тоже вот там с инвесторами работаем мы. В Кызылке там она уже приблизилась, уже скоро там будет запускаться. И вот еще одно месторождение у нас в Нохасском районе Бешпурхан, это вот та же компания Шансикол, которая разрабатывает Мюкуше. Мы с ними подписали доп. Соглашение, это вот я уже подписал доп. Соглашение подземным способом, там 30 на 70%, то есть 30 это наша доля будет, 70 это инвестора. То есть там такие новые буровые машины, которые я вот действительно, к своему удивлению, недавно увидел. То есть они уже на шахте, они уже в пути уже. Они в пути уже, там кое-какие у нас вопросы остались по размещению только. И все, вот уже, там уже все готово, техника прибудет, скоро мы начнем уже там уже разработку. И вот я посмотрел это оборудование в Кыргызстане, по-моему, это единственный подземный, вот это шахта Джергалан, вот помните, там внутренний инвестор, там совместно с Госдолей, там ГП Геологии тоже, они в доле. Там вот они используют новое оборудование, я был очень удивлен, шахта там размером 5,5 метра высотой, там почти 4 метра. И вот эти новые буровые машины очень дорогие. И добыча ленточная. Конечно, себестоимость она дороже будет, поэтому там уголь будет, соответственно, и, конечно, подороже будет. Но вот уже у нас используются новые технологии. Я даже нашим производителям по Сулюкте, я им даже вот это видео скинул, я им показал, ребята, говорю, ну, уже можно вкладываться, вот, и не старым прошловековым методом, да, то, что это добывать вручную.
можно добывать вот таким методом. И вот по Бишбурхану мы тоже будем это презентовать, это месторождение. То есть другие тоже компании, другие тоже частные наши лица, которые владельцы, да, скажем, лицензий, да, лицензиаты, они тоже должны видеть, если, например, не хватает собственных средств, тоже должны, скажем, привлекать инвесторов. Это очень хороший подход, потому что мы не успеваем за свои собственные средства, то есть мы работаем же на доставку, проведение ОЗП, доставку угля, качественного, дешевого угля, там, то есть это по поручению президента нашей страны. И в рамках всей этой работы мы проводим вот тоже работы именно по работе с инвесторами. Ну вот вы коснулись инвесторов. В июне прошлого года была информация, что в деятельности государственного предприятия «Кыргызстамыр» была пресечена коррупционная составляющая. Там было задержано руководство, якобы эта коррупционная схема была удалена. Как сейчас обстоят дела? Не будет ли проблем с перевозчиками, которые периодически выступают, как бы заявляют о проблемах? Там, помните, были большие такие митинги, чуть ли не столкновения. А как эта проблема будет решаться в этом году? На сегодняшний день единственная проблема сейчас по финансированию. Потому что по финансированию мы же самостоятельный хоссубъект. Например, мы поставили на ТЭЦ уже на сумму 256 миллионов сомов. Они нам не могут это выплатить, но мы сейчас через Министерство финансов при помощи поддержки правительства решаем проблему, потому что переход ТЭЦ Бишкека от Минэнерго, то есть от электрических станций, переход к мэрии, она затруднила финансирование в части того, что бюджет мэрии не было раньше заложено, то есть в прошлом году не было заложено финансирование ТЭЦ. Вот только в этом плане. Но Минфин сейчас вот оперативно все решает, вот буквально на днях все должно решиться, потому что мы просили предоплату. А так каждый год у нас получается вот в Кыргызгумюре кассовый разрыв полгода. То есть полгода уголь никто не покупает. Мы только подготовку ведем, все ведем в долг. Это вот нужно честно признаться, да. Там есть компании, которые нам помогают. Я их называю не только наши партнеры, да, вот там кто-то к ним ранее, оказывается, относился как просто подрядчикам. Я говорю, нет, это наше подразделение, потому что перевозчики, например, у нас своих машин на перевозке только 50 хова стоит на Балчинской базе. Плюс вся техника остальная, которая стоит, она задействована у нас на Харагиче, а ее не хватает, мы берем там субподрядные организации по вскрышным работам. То есть, вот, в этом направлении тоже сейчас работа ведется, то есть по замене, по закупке еще дополнительной техники. Хотя в этом году вот весной, вот у меня еще при поддержке правительства была закуплена там 20 хов, 2 погрузчика. То есть в этом году автотранспорта должно хватить? В этом году вот мы уже заключили договор и с автотранспортными компаниями. Они вот, что скрывать, это вот одни и те же компании, которые раньше участвовали. Да, вот. То есть где-то в этой системе крутится, где-то, я так посмотрел, 700-800 машин. То есть где-то они переходят в какой-то разный период, переходят на Светлу, переходят, там, потом еще еще таскают, там какие-то там сельхозпродукты. То есть, они тоже пытаются же выживать, тоже работать. И потом приходят в основном, оказывается, в ноябре, в декабре. Поэтому мы начали, пока они свободны были, мы начали с ними заключили договора. С августа, прям начала августа начали возить, потому чтобы объем потихоньку закрывать. Почему люди полгода не покупают уголь? Им не надо уже? То есть у нас готовь телегу ментальность такая. Сани летом, а телегу зимой. Тут же надо так думать. Ментальность такая, понимаете, что если, например, раньше, вот вы заметьте, например, вот раньше, если в частном секторе была, например, специальная комната для хранения угля. То есть, если остаток остается, он остается на следующий год. Да, сейчас, если, например, уголь покупаешь, остается во дворе, он за один год сгорает. То есть он фактически, любой уголь, он за один год теряет калорийность, его не нужно хранить. Поэтому и население тоже можно понять, чтобы не было лишних затрат, чтобы лишний уголь тоже не перекупить. Плюс-минус, там, знаете, например, одна семья, там, 5 тонн, там, 7 тонн, скажем, вот, и они примерно рассчитывают. Если, например, теплая зима, меньше уходит, если, например, холодная зима, больше уходит, если, например, весна холодная, больше уходит тогда. Поэтому здесь палка двух концов. Видите, закупать летом, зачем будут они закупать, когда все равно государство занимается этим, это обеспечением, государства уделяет большое внимание ОЗП, потому что чтобы, это и обязанность, конечно, государства. И люди, конечно, хотят качественный уголь, взять только то количество, которое им вот необходимо на зиму, скажем, там 3 месяца, 4 месяца только. Поэтому летом реализация только идет там очень мелкая, там, скажем, например, ТЭЦ Бишкека там очень
очень малое потребление, И котельные суточное, да, и котельные какие-то вот где-то они горячую воду там. Ну, еще только вопрос такой, вырабатывают. ранее у нас поставлялся казахский уголь, его оценивали очень высоко. Вот 1 Есть ли 200 000. он в свободной продаже, там нет ли у вас какой-то конкуренции, как вот это происходит? Я вот недавно вот в соцсети, когда прочитал, по-моему, 24 kg, вот кто-то мне скидывал, вот там, вот, ну, говорит, в Караколе уголь там стал, казахстанский уголь 6,5 тысяч, там, какая-то жительница возмущалась. Извините меня, пожалуйста, с Казахстана привезти, он на ЖД-транспорте летом не заезжает. Заезжают какие-то машины, которые едут, пустые машины едут с Европы, да, скажем, с СНГ они едут, они по дороге загружаются и привозят уголь, оказывается. И вот это там разные, то есть методы поставок, то есть конкретных поставок нету. Где-то открываются топ-базы, то есть, но видите, высококалорийный уголь, конечно, тоже производство хочет выше проводить, то есть еще кто-то его же доставляет. Выше, да? Там, да, там стоимость и сама по себе сама транспортировка, логистика очень же долгая с Казахстана, пока его привезут, поэтому и цена там тоже может она выше быть. И люди, например, если на нее спрос идет, скажем, какой-то определенный момент, и там цена тоже она отличается. Но я же говорю, так как антимонопольный комитет устанавливает цену на харагичи, устанавливает цену на перевозку, мы, например, с того угля, который поставляем на ТЭЦ, госпредприятие Кыргызгумир практически не зарабатывает деньги. То есть, то же самое для населения. То есть мы даем по той стоимости, по которой она нам обходится. Как планируете долг в 700 миллионов тогда закрывать? Поэтому если, скажем, например, отпустить рыночную цену, например, то уголь, он как в Баткене там, в прошлые годы поднимался до 12 тысяч сомов, там, он может выйти, там, если отпустить свободный рыночный. Поэтому государство регулирует и сегодня помогает нашему населению. И те вот коррупционные проявления, то есть, ну, все вот эти вот хлопушки, то, что задержания были, они были связаны в рамках того передачи решения, значит, вот именно значит, правительства о расформировании теплоэнергии и передаче ТЭЦам, муниципалитетам, она все взаимосвязана. И смена руководства ТЭЦ тоже с этим взаимосвязана. Плюс еще вот эти задержания в июне или в июне по лабораториям. Сейчас тоже там лабораторию, по моим данным, передали под Минприроды, то есть, чтобы независимый был. То есть вот это все связки, по моим данным, вот это все работало в связке, и эта связка уже нарушена. Она в этом году она уже разрушена. То есть для меня поставлены определенные цели и задачи, то есть это обеспечение углем, прохождение ОЗП качественным углем, плюс еще у нас экспорт еще есть, у нас экспорт наземным путем только через Кыргызгумир с прошлого года. И мы сейчас эту инициативу продлеваем еще. Я тоже насчет этого сейчас в это немного долги скажу. как закрывать будете? Плюс еще наши долги, которые скопились за эти годы, мы будем закрывать за счет экспорта и за счет выработки новых месторождений. Экспорт куда То есть направлен? экспорт у нас идет Китай и Узбекистан, основной Узбекистан, это Ферганскую долину. В прошлом году, почему это все было остановлено, вы тоже, по-моему, писали об этом, то, что в Баткене были задержания вот, крупных компаний и выплачивали очень большие суммы, там, миллионами сомов. Но при этом узбекская компания пыталась зайти как инвестор. Нет, они у нас здесь, видите, экспорт как у нас уходил. Экспорт у нас уходил, там было несколько разных схем. То есть, если, например, Сулюктинский уголь БК, например, БР там стоит 8 тысяч, 10 тысяч сомов стоит на выходе, да, то мелкий уголь, который штып, он стоит, ну, там, скажем, 2000 сомов, да, там 2 сома за килограмм, за тонну 2000 сомов. Элементарно. Фура грузилась, как мне вот замгубернатор Баткенской области, он мне всю схему объяснил, он говорит, просто вывозилась, например, фура 27 тонн выходит, 25 тонн грузится отборный уголь, 2 тонны сверху грузится мелкий штып, который стоимость это. В декларации все указывается, в счет фактуры указывается цена 2000 сом, уплачивается налог, спокойно вывозится, и когда деньги возвращаются с той стороны, то есть там уходит уже наличкой. Через теперь схему, когда вошло Кыргызгумир, мы вот ребята там, они попытались все это выстроить, вот в принципе схема рабочая, работает. Наша доля за наши затраты $4 за тонну, никаких там 20-40 долларов никто в доле там никто не имеет, это мы уже выяснили уже. Там просто они проводили тендер в том плане, что боялись закупать у предприятий, у, скажем, производителей, проводили тендер.
Там есть же требования, там, у кого-то есть задолженность по налогам, по социальным, там, скажем, по страховым ТГ взносам, там каких-то поставок, там нету опыта, поставок нету. Сейчас мы в данное время пересмотрели это все, то есть мы сводим покупателя с узбекистанской стороны, все вот эти фирмы, пустышки, которые не вывозят уголь, мы все убираем. Мы, например, вот просто приходит покупатель, мы его сводим с продавцом, ставим условия, чтобы у него была обязательно лицензия была, чтобы именно не было никаких посредников. Просто до меня было 42 фирмы, посреднические компании. Откуда они появились, вот они оттуда и появились. Что они вот выигрывают тендер, потом приходят, из месторождения покупают, скажем, по $30, а через Кыргызгомир они уже продают по $70-80, и якобы всем кажется, что Кыргызгомир где-то там зарабатывает по $20-40 в тонну. Такого нет. $4 это официальная маржа. Мы снизили на штып, на мелкий уголь, потому что стоимость очень низкая, $2. В принципе, и покупатели, и продавцы согласились. И вот в данное время мы вот уже запускаем эту уже новую схему. То есть фактически Кыргызгомир выступает как биржей. Но здесь идет легализация того, что когда выезжают уже наши сотрудники Кыргызгомира, они следят уже, что какой товар выходит. Мы уже несем на себя ответственность, то есть все накладные, все уже проходят через государство. И, соответственно, увеличение налоговой базы, и здесь уже все согласились уже работать на честной основе. То есть мы их призвали. И второе, то, что мы их призываем сначала обеспечивать качественным углем, дешевым углем населения. Потом, конечно, они хотят зарабатывать, если он там стоит, этот уголь дороже, конечно, хотят зарабатывать, ну какую-то часть продавайте, пожалуйста, нашему населению, потому что очень много у нас есть семей, которые покупают в неделю 1-2 мешка. Вот Да, то, что мешкование. В этом году мы вот в этом плане специально заказали мешки с надписью Кыргызгомир, то есть на этих 11 вот базах по Бишкеку, 4 базах по Чуйской области, на другие базы мы тоже передадим. Там вот то, что вот именно социальный уголь Кыргызгомир по социальной цене, то, что вот он будет не спекулированный, потому что раньше такое творилось на Карагаче, это вот и в Ютубе есть тоже, и в соцсетях тоже есть, когда вот специально делали дефицит угля, в сговоре вот эти все компании, все вот это Кавказский бассейн называется, это вот именно Карагачинское месторождение. В сговоре, оказывается, делали, как в Бишкеке забивают топ-базы, элементарно закрывают поставку перед Новым годом на 2 недели, якобы там скучные работы проводятся, этот дефицит угля делается искусственно, цена поднимается на 1000-2000 сом, и население тогда покупает в то время по 6-6,5 тысяч сом. Последние годы цена вот у нас адекватная. Выполните взятые на себя обязательства в этом году? На что надеетесь, на теплую зиму? Нет, конечно, мы стараемся, какая бы зима бы ни была бы, все те, которые контракты заключены, все те договора, которые наши вот все партнеры, с которыми мы сегодня работаем, они тоже понимают важность, что они принимают участие, что никто зимой не хочет мерзнуть. Просто мы все помним, когда авария на ТЭЦ была, зима 17-18 года. 18 год. Да, это я сам тогда мерз тогда со своей семьей. Тогда, чтобы такого не было, это же ужас, представляете, чтобы это. Поэтому обеспечение угля. Тем более очень много компаний, частных компаний, они тоже занимаются тоже поставкой. Но вот это госрегулирование, она это снижает цену, чтобы не было спекулирования. Поэтому вот на сегодняшний день наши сквозные работы проводятся, поставка на ТЭЦ идет, тоже топ-базы будут открыты. Поэтому я бы призвал население запасаться углем заранее. Помните, зима близко. Да, потому что чтобы наши тоже и сообщать нам тоже о спекуляции цен, например, там, конечно, частные компании мы не можем им, скажем, цену указывать, да, антимонопольный комитет, да, потому что они тоже за этим всем следят, и мы стараемся давать качественный, хороший уголь, то есть базы, и этим делать цену дешевле. Спасибо большое за это интервью. Я надеюсь, все сложится. Уголь будет у нас на месте. Приобретайте, готовьтесь к зиме заранее. Я напомню, что в гостях у нас был генеральный директор государственного предприятия Кыргызгомир Кайрат Маматов. Спасибо большое. Со своей стороны я прощаюсь, желаю всего самого доброго и помните, что Кактус Медиа любит вас.